Добрый вечер, дорогие друзья. Перед началом нашей концертной программы я прошу всех отключить звуковые сигналы ваших мобильных устройств. Итак, мы начинаем нашу концертную программу, которая проходит в режиме онлайн-трансляции в рамках виртуального концертного зала филармонии Якутии. И я приветствую всех, кто находится сейчас в этом зале, и приветствую всех вас, дорогие наши онлайн-слушатели. Сегодня вы услышите очень интересную, необычную программу. Это достаточно серьезная музыка, очень многообразная по своим истокам, но ее объединяет одно. Жанровой основой ее является латиноамериканская танцевальная музыка. Начинаем нашу концертную программу с произведения выдающегося аргентинского композитора, признанного гением XX века, музыкой Астора Пьяццолы. Астор Пьяццола сам выдающийся аккордеонист, бандоneонист, потому что аккордеон, которым он владел, назывался бандонеон, создал свой необычный музыкальный стиль, опираясь на различные виды музыки. Это и джаз, и классика, но прежде всего, конечно, это аргентинское танго. Его музыка трогает душу, проникает в самое сердце. Она контрастна по своим образам. Нежные лирические образы соседствуют с воплощением страсти и экспрессии. И, конечно же, главным вдохновителем этого композитора был его город Буэнос-Айрес. И, пожалуй, одним из самых известных его творений является цикл из 4 композиций «Времена года в Буэнос-Айресе». Но, в отличие от многих своих предшественников, Пьяццола не предполагал в этом цикле показать смену времен года. По-испански название этого цикла звучит как «Cuatro estaciones porteñas». «Cuatro estaciones» означает «времена года», а вот «porteñas» так называли изначально жителей тесных улочек, примыкающих к морскому порту, а впоследствии всех жителей портового города, в частности, Буэнос-Айреса. То есть каждая часть представляет собой некий этап человеческой жизни, не просто человека, а жителя Буэнос-Айреса. Сейчас вы услышите третью часть этого цикла. Она называется «Примавера портенья» – «Весна в Буэнос-Айресе». А что весна для любого человека? Будь он в любом конце нашего земного шара. Это пробуждение города, пробуждение природы, запахи зелени, цветов и, конечно же, пробуждение чувств, желание любить и быть любимым. Ну, а исполнит это произведение симфонический оркестр «Симфоника Арктика» Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени Галины Михайловны Кривошапко. Солистка, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Ульяна Голикова. Дирижер Максим Наговицын.
И еще одно произведение, вдохновленное Буэнос-Айресом. Это тоже произведение Пиццолы «Тангасо». Что означает это слово? Оно непереводимо на испанский язык. Просто Пиццола очень любил играть со словом «танго». Вспомните такие названия, как «либертанго», потому что «либертат» — это свобода, или «тангус дей», потому что «агнус дей» — это «агнец Божий». Тангаса, вероятно, это либо диалектное слово, либо игра слов, означающая «танцуя танго». Произведение было написано в 1967 году, тогда для совсем молодого музыканта, в будущем выдающегося дирижера, главного дирижера Национального оркестра Аргентины Педро Игнасио Кальдерона. Произведение имеет подзаголовок «Вариации на тему Буэнос-Айреса», но это не совсем привычные для нас вариации. Произведение состоит из 4 разделов. Это медленное, скорбное вступление, сдержанное вступление. Далее 2 раздел, собственно, это тема танго, тема Буэнос-Айреса. В 3-м эпизоде мы слышим печальную, напевную песенную мелодию. Ее начинает петь валторна, затем передает другим инструментам. И в завершении вновь возвращается тема танго.
Но сейчас вы услышите произведение мексиканского композитора Артура Маркеса «Дансон номер 2». Дансон – это танцевальный стиль, который берет свои истоки на Кубе и является очень важной частью фольклора штата Веракрус в Мексике. И однажды молодой Маркес попадает в бальный зал в Веракрусе и принимает решение написать в этом стиле музыкальную композицию. Тем более, что как раз Национальный университет Мексики заказал ему написать симфоническое произведение. Это была середина 90-х годов. Но подлинную славу произведение обрело в 2007 году, когда молодежный оркестр Мексики включает его в свой репертуар на гастролях по Соединенным Штатам Америки и Европе. И с тех пор «Дансон номер 2» Маркеса считается самым исполняемым произведением мексиканской классической музыки.
Закончилось первое отделение концерта, антракт 15 минут.
Мы начинаем второе деление концерта и продолжаем нашу тему. Я уже говорила о том, что Пьяццола был выдающимся аккордеонистом, и сейчас вы услышите звучание этого инструмента, вернее, очень необычное сочетание аккордеона и виолончели. Это двойной концерт для виолончели и аккордеона с оркестром французского композитора Сэмюэля Струка. Концерт имеет название «Сны Майи». Впрочем, его можно перевести с французского и как «Мечты Майи». Кстати, Сэмюэля Струка называют также Пьяццолой нашего времени, потому что, конечно, в его музыке мы очень сильно ощущаем влияние этого композитора. Мы ощущаем также влияние музыки Струка с такими истоками, как африканская, индийская, карибская музыка. Ну, а партии солистов настолько сложны, что они говорят, что им приходится заново исследовать возможности своих инструментов. Почему концерт называется «Сны Майи»? Это имя дочери Струка. Он посвятил ей этот концерт. В интервью он говорит: «Я сочинил это произведение, когда ей было 2,5 года. В глазах маленькой девочки я видел весь мир. Когда она ощущала страх или была счастлива, она так непосредственно выражала свои эмоции. Я сочинял и думал о ней. Это произведение – мечта, которую видел я в ее глазах». Произведение написано совсем недавно, в 2015 году. Российская премьера состоялась в 2019. Ну а сегодня все вы являетесь свидетелем премьеры, но уже здесь, у нас в Якутске. Ну, исполнят этот концерт наши гости из Хабаровска. Позвольте мне их представить. Это солистка Дальневосточного академического симфонического оркестра Марина Арькова и лауреат международных конкурсов Александр Веретенников. Дирижер Максим Наговицын.
Дорогие друзья, на этом наша концертная программа подошла к концу. Спасибо за ваш теплый прием. До свидания, и мы ждем вас на концертах филармонии. До свидания.